Так, здравствуйте, ребята. Так, сегодня у нас лекция на тему Захар Степанов «Музыка для детей». Захар Степанов «Мюзикл для детей. Сказки старика Сергея Сесяна». Кто такой Захар Степанов, вы знаете. Это наш якутский композитор. Он ушел 3 года назад. Вот он был первым композитором из народа Саха. Почти все композиторы пишут произведения для детей. Не исключением является и наш композитор Захар Константинович Степанов. Для детей им написаны песни, симфонические картины, фортепианный цикл и мюзикл. Мы немножко здесь рассмотрим вкратце произведения, вот, которые я назвала первые, да, это его песни. У него несколько сборников для детей. В частности, у него есть такой сборник, как «Чичахтар барыллылла», «Птички певучие». Он на 2 языках. Был выпущен в 1990 году для младших детей дошкольного возраста и для младшего школьного возраста. Ну, как их 50 здесь песен, они на русском и на якутском. Очень хорошо изложены. Можно играть мелодию, петь и аккомпанемент играть. Как мы видим по названию, да, здесь в основном предназначены детям. Там вот песня матери, о цветах, о животных, о разных поступках детей, да, что такое плохо, хугаган, да, о любви к природе, вот кым насчет ее любит, в лучах солнца мы купаемся, кулунчуктар, нюргугуннар, о жеребятах и так далее. То есть об образах, которые понятны детям младшего школьного возраста и дошкольного возраста. С разными поэтами он здесь ее написал. С Адарусовым, с Дадоскиновым, Иваном Гоголевым. Маленькие такие песни. До него не было таких сборников. Так. Угу. Вот. А симфонические картины у него 2 для детей. Это «Весна якутская» и «Сказка старика». Вот. Но «Весна якутская», она была создана совсем на заре. Видите, в 1979 году у нас существовал оркестр симфонический. Тогда было мало произведений для детей. И все произведения, которые создавались, они сразу же исполнялись на радио, телевидении, записывались. Вот «Весна якутская», она именно для детей предназначена. Почему? Потому что там как бы разворачивается в музыке картина скоротечной нашей весны якутской. Вы знаете, что у нас весна в Якутии быстро очень приходит. Вчера была зима, да, а сегодня уже весна очень быстро-быстро происходит. Капель, снега тают, чернеют, и вот прилетает птица, и уже весна наступает. Вот это вот ухватило очень хорошо. Вот такой особенность, именно скоротечность, да, наш композитор. Вот. А в «Сказке старика» там, значит, как бы 2 героя. Аламаус, ну, обжора, такое чудовище, и весельчак, простой бедняк. Вот у них схватка там происходит. Мы в младших классах, по-моему, это слушали. То есть уже очень такая образная характеристика Аламауса и характеристика весельчака. Это все в музыке, вот в этих картинах. Так, «Краски севера» – это цикл пьесы для фортепиано. Те были для оркестра, первое было для голоса, это для фортепиано. В нем 8 номеров. Как мы видим из названий, это все в основном танцевальные. Есть мелодии, да, юкагирский, танец девочек, бабушкин танец. Вот. А также есть фантастические образы, артики. Это песня морской волны, вот танец снежного человека Чучуна и магия тайны. То есть уже образность совсем другая. Она связана с образами артики, вот с танцевальными образами и тоже вот природой. Волшебная речь, это тоже как бы
выдуманный образ такой фантастический, да? Так, и теперь приступаем, вот, он очень любил сказки. Каждый композитор якутский, да, он все равно свою музыку пишет на основе якутских мотивов, на основе якутского фольклора. А фольклор – это сказки. Мы знаем, что есть обрядовый фольклор, тот, что вот на исехе звучит, да, Асохай, Алгыс, Твоюк, вот, это как бы поэзия, там строчки все вот такие поэтические. А есть сказки, просто сказки, как проза. Вот из этих сказочных образов, собственно, черпается как бы основа музыки якутских композиторов. Вот. И вот в 70-х, 90-х годах выходили очень хорошие книги по этим сказкам. Вот. И такой был вот знаменитый Попов Иван Иванович, он тачинский художник, писал такие, тогда, сейчас уже так не несут, прямо все как натурально, как бы иллюстрировал. Ну, это о том, как лягушка верхом ездила. Вот. Наталья Кентьевна, вот у меня дома свет ушел, и на телефоне мало заряда. Можно я отключусь из конференции и отправьте задание по WhatsApp? Да, хорошо. Ну, а теперь мы приступаем вот к мюзиклу. Что такое мюзикл? Мюзикл, ребята, это произведение для театра, для музыкального театра, где есть танцы, где есть песни, и где есть проза, где есть диалоги. Вот. И в этом смысле вот в якутской музыке у нас мюзикл на театральных сцене, это практически один. Вот этот вот мюзикл «Сказки старика Сыркяна Сисяня». Вот здесь видите вот нотные примеры, потому что он не опубликован, он показывается, но нот нету. Люди играют как бы вот рукописный такой из вариант. Вот я из библиотеки нашла и вот сделала в программе такие ноты. Экери Токоры, заключительный танец старика, старухи и зайца. Так, и, конечно, в этих мюзиклах мы, композиторы, обычно, особенно если по якутским сказкам, да, они фольклорные традиции джебо. Здесь я в ноты для чего показываю, потому что вы грамотные. Потому что джебо это джеге, бого, да? Вот, это как бы в голосах. И вот он есть, видите, ресоль, реля, ресоль, реля. Это вот как бы джебо, которое Захар Константинович в музыке вот так изобразил, такими маленькими форшлагами. Ресоль, реля, ресоль, реля. Потому что это колыса. А колыга это призвук гортанный, который есть только в якутской музыке. Только у якутов есть такой призвук. Не все люди владеют этим гортанным призвуком колыгахом, да? Вот. Композиторы в музыке вот так вот. Это называется фольклорная интонация он включил. А в танце старухи и старика, специально здесь нота у меня есть, да? Фольклорная интонация в чем? В том, что здесь вот есть танец асохай. Вот опять, да, видите? Такой дегере. Если здесь у нас стиль называется джерети, импровизация, то это называется стиль дегере. Здесь есть размер, здесь все очень четко ясно. Вот поэтому здесь мы говорим, что раз танец асохай, значит это уже связано с фольклором. Специально это я в нотах показываю, потом мы это услышим. Вот. Ну вот в этой первой сказке мы уже к мюзиклу примерно подходим издалека, да? Зиждется на сказке, как, ну, называется «Как заяц стал бесхвостым». Там всего 3 сказки. 3 сказки, вот одна из первых сказок «Как заяц стал бесхвостым». Вот. Все в номерной структуре, то есть вот есть по номерам все, да? Вступление играет оркестр, потом главная героиня, Экери ее зовут, Токоры поет, старички поют свои песни, потом они вдвоем танцуют. Сюжет в том, что они жили в лесу, и, как обычно, старик-охотник, старушка сидит, ждет его, тут зима, она его ждет, ночь наступает, и как бы его нет. Почему старика-то нет? А старик, оказывается, запнулся, глухаря уже хотел поймать, а тут заяц своим большим хвостом. И он споткнулся об этот хвост,
В общем, он дразнит как бы, да, такой плутоватый немножко зайчишка. Помешал старику, он мало того, что он упал, ногу повредил, еще вот добычи лишился. Если пришел, то без добычи. Старушка его не ругает, она его, наоборот, жалеет. Вот здесь вот. Она его ждет вот в этой песне. В номере 3 это характеристика старика, как он прихрамывая приходит. Тут они, значит, танцуют танец, тут у него чох-чоха есть. И вот решает, диалог происходит, и старуха со стариком решает, ну что же с этим проказником делать? А надо что-то придумать. И вот они думают, у них там диалог такой смешной. И, наконец, они придумывают, что нужно налить на эту полянку, к которой он часто приходит, прибегать, воду, чтобы он подскользнулся, там прилип, ну и оттуда приключения, да, отрубить ему хвост. И появляется Табусхан. Здесь-то везде такая неторопливая музыка, Табусхан такой энергичный. Он раньше назывался Табусхан Батур, и он начинает хвастаться, что я такой, я такой. Вот, «Хвостун» называется его песня. Но он, в конце концов, падает, прилипает, старички его выручают, но при этом говорят, что все твое хвостовство лежит в твоем хвосте. Вот мудрость, да? Вот хвост мы тебя отрубим, и ты станешь снова миленьким зайчиком. И все заканчивается таким танцем. Вот. Это вот уже кадры пошли из мюзикла, который у нас ставится. Последние годы он не очень активно. Вот якутская сказка ставится, да? И видите, ее запевы такие, да, где ты ходишь. Вначале, да, такой запев. Эти или непереводимые запевы. Такие непереводимые. Где ты бродишь, жду в избушке, а вокруг снежный покой. Такая спокойная песня. Вот она его ожидает. Ага. Старичок появляется. Появляется старичок, прихрамывает. Ну, вот то, что я вам рассказывала. Я так домой к тебе спешил, но заяц хвост свой разложил. Об этот хвост запнулся я, теперь болит нога моя. Но у него музыка немножко другая, более энергичная. Да, чем он. Вот песня старухи, такая, видите? Вот она. Не очень широкого диапазона, не такая сильно распевная, но в темпе анданте. Она же старенькая, неторопливая, да? Старик вроде бы неторопливо, но у него, посмотрите, у него уже скачки. Та-та-та, есть, да, скачки. То есть он все-таки, ну, человек энергичный, вот немножко здесь прихрамывает. Даже рисунок ритмический у него другой. Он все-таки идет, она-то тут стоит, ждет, да, монотонно, а вот он идет, поэтому та-там, вот у него такие интонации более энергичные. Вот. А третья музыка, это вообще Табусхан Батур. Он появляется аллегро, в темпе аллегро. Очень быстро у него такие мелодии совершенно отрывистые, с большими паузами, такими маленькими паузами, потому что он задыхается. Сразу из музыки мы образ, из нотного примера мы видим образ, поскольку мы ноты с вами знаем. Вот. Даже можно сравнить танец старика и старухи. Он какой спокойный вроде бы, да? Смотрите, здесь нет особо ритмического такого рисунка. А здесь, посмотрите, как. И паузы, и такие, и синкопка тут у него, и 32-е. Да, сразу видно, что он хвостунишка. И вот в музыке тут все видно. В нотах все это видно, да? Угу. Изобразить. Вот. Это вот у нас уже кадры, как они танцуют, уже Асоха тут начали танцевать. Ну, немножко такие мотивы Асоха. Ага. Батур, он сразу такой, видите, такой хитроватенький, такой энергичный. Поет его высокий голос. Тут он еще с большим хвостом. Это его уже куплеты пошли. Такие отрывистые. В нотах все видно, да? Так, ну и вот сейчас непосредственно уже рассказ более подробный, да? Что мюзикл, он пишется, конечно, на либретто. Он обязательно пишется на либретто. Либретто – это основа. Вот основу либретто написал Иван Гоголев-Кындыл по мотивам якутских сказок на якутском языке. Вот и фольклористы, якутские исследователи, да, очень хорошо изучают, давно уже изучают вообще якутские сказки, да, их большое множество, потому что раньше древний человек
многое не мог же объяснить, и вот он сочинял сказки. В сказках все было видно. И вот ученые делят наши якутские сказки на 3 вида. Есть о животных сказки, волшебные сказки и фантастические, даже анекдотические. Вот. Самый короткий это о животных. И вот о животных, потому что это обычно один случай или одно событие какое-то. В данном случае вот один же случай, почему он стал бесхвостным. Потому что вот у него было хвастовство, да. Но прямой такой сказки нет о хвастовстве. Есть сказка о зайце. Вот. И как бы большие поэты, они берут мотив только, соединяют из нескольких сказок и сочиняется вот такой либретто. Так, ну это переведено на русский язык, ну, чтобы побольше зрителей могло услышать, да, чтобы русские тоже зрители могли. И вот поставлен он был в 87 году, он как давно. Ага, ну, вы знаете, что Иван Михайлович Гоголев – это народный поэт Якутии, он тоже уже, видите, ушел в 98 году. И он очень был большим другом нашего композитора. И для театра, вот кроме мюзикла, да, он ему помог вот драматическому спектаклю, тоже музыку сочинял Захар Степанов. Это «Шалун, шалунишка» и «Сердце солдата». А также у него много песен. Вот такая афиша. Вот эти 3 сказки здесь. 3 сказки. Это, видимо, Серкен Сесен. Ага, и в этих 3 сказках персонажей, ну, не так много. В первом, видите, во-первых, персонаж, самый главный, Серкен Сесен. Это старый сказочник, тоже из якутских сказок, да? Старец, мудрый, кладезь мудрости, и он около дерева, Алупмас, который ему как бы вот рассказывает. Листва шумит, и он рассказывает сказку. Вот, ребята, давайте послушаем сказку, да? Вот первые герои, кто заяц, охотник, вот это старуха-домохозяйка, а во втором только тоже животное, лягушка, здесь люди были, да? Лягушка, крот, теленок. В третьем Алама-ус, птичка, ворона, ну и общее такое завершение. Вот 3. Как мы видим, значит, здесь мы уже видим, что это будут сказки о животных. Ну, они, конечно, как бы очеловечены, говорят человеческим языком. В них мудрость заложена, да? Вот, значит, вот старик, там старик, который сказки так, мюзикл так построен, что первая сказка начинается, он разговаривает со зрителями неторопливо, пролог такой говорит, да? Потом уже вот само дерево, вот оно, и под деревом все и происходит. Вот это алутмас. Угу. Вот так заяц стал бесхвостым. Вот здесь можно нам включить.
лучше, чем прежде. Некоторых большие хвосты украшают, а тебе только мешают. Хвостуном он тебя сделал. Вторая сказка «Трусость бывает хуже глупости». Она зиждется тоже на сказке, как лягушка ездила верхом на кроте, ну, на водяной крысе, то есть, ну, на андаторе, да? Но в данном случае здесь и о теленке, о глупом теленке, который боялся, всего боялся, на самом деле, оказывается, когда он вырастет, он же будет быком, и наоборот, все его будут бояться. Но дело-то не в этом, что трусость, она похожа на глупость, если ты труслив, да? Потом выясняется, что, оказывается, лягушка, она напрасно хвасталась, она испугалась этого теленка, и крот освободился, и он над этим смеялся, над своей же глупостью он смеялся, что поддался вот такому, как будто бы чудовищу, что такая маленькая лягушка его оседлала. Вот. И здесь уже, конечно, другие у нас герои, но тоже животные. Теленок, да, значит, в образе теленка здесь у нас женский голос поет, низкий. В образе крота низкий такой бас и лягушка-квакушка. Здесь нету уже никаких таких национальных, фольклорных, ни колысахов, ни джабо нету, а чисто вот просто такие как бы яркие, образные картинки идут, музыкальные характеристики, да? Но именно фольклор здесь связь с тем, что образы-то якутские. Вот. Поэтому это мы все равно говорим, что здесь связь с фольклором у нас есть. Так, и тут у нас вот, посмотрим-ка, есть тут у нас кротики, или давайте еще раз дальше пойдем, да? Заяц стал без хвоста, как я говорила, он по мотивам сказки о зайце. Что оттуда взято? Взято, почему он стал без хвоста? Потому что старушка очень захотела, чтобы у нее был заячий воротник. Это уже другая сказка, не про нашу добрую старуху, а про злую, которая, наоборот, своего старика все время ругала, что он плохой охотник, ничего, никак не может добыть и этого зайчика. И мотив оттуда взят, что старуха хотела воротник, и заяц попал, действительно прилип к воде, и действительно он оторвался. Но она его била, здесь другое, здесь старуха была такая плохая, она его била. И он, ну, чтобы совсем-то не погибнуть, он оторвал, там убежал, и хвост остался. И старушка взяла этот хвост и себе на воротник. Но суть здесь совсем в другом, да, здесь взят мотив, почему он остался без. Да, и вот третья сказка, вторая у нас была про трусость хуже глупости, а третья, для чего нужна голова. Ну, тут уже более современные дети рисовали. Вот птичка Яламагус, обжора, сидит под деревом, ему страшно жарко, а птичка очень умненькая и говорит, что ты от жары умираешь, иди искупайся. А он говорит, ну что я искупаюсь, я же могу утонуть. Ну ты же будешь держать за камыш, держаться руками, а я же могу, сока же острая, я же могу порезать. А где не рукавицы, говорит птичка. А он говорит, так я же, мог намокнуть же рукавицы. Ну так и ты же их высушишь. Он говорит, так я высушу, они же пересохнут, но их же можно вот так мять, но если я буду их мять, они же треснут. Ну и улетает птичка от глупости его, да? А он говорит, у меня голова болит от жары. А птичка говорит, так у тебя, может быть, если ты добрые бы дела сделала, она бы перестала у тебя болеть. Он не верит, говорит, зачем, говорит, мне добрые дела? Голова-то нужна, чтобы кушать, там же есть рот. Но потом выясняется, что все-таки там ворона появляется, которая, это уже вторая сказка. А хитрый лисей и птицы Кекей, снявшие 4 яйца. Там такая история, что птица Кекей очень мудрая, а птица Кекей, она сидит на дереве, она снесла 4 яйца, а внизу вот этот лиса. Тут не ламаус, а лиса. И она, значит, одно яйцо у нее взяла, проглотила, второе, третье, и каждый раз говорит, если ты мне яйцо не скинешь, я твою сочную долину растопчу
там твои луга, я их все, в общем, изломаю, твое дерево вообще с корнем вырву. Каждый раз она ругается, и как бы каждый раз она об этом говорит, птицы такая боится, такая она глупенькая, что действительно сделает клыков кота. А этот вот прилетает к ней, не прилетает, бурундук приходит, старый, и говорит, ты что, глупый, что ли, совсем? Разве разве лиса это может сделать? А вот в следующий раз 4-е свое яичко, попробуй-ка так, пускай сделает, чем грозится, да? Ну, конечно, лиса приходит, ничего не может сделать, и говорит, рассердилась и ушла. Потом говорит, а тебе, наверное, бурундук этот старый тебе рассказал. Потом ты так поумнела. А я там чувствую бурундук. И в следующий раз у них там какое-то гуляние у лис, и она бурундука говорит, бурундучок, давай-ка мы с тобой покачаемся на качели железной кроватки, да? Она качает сначала, сама качается, потом бурундучка качает, потом взяла и его паутиной прямо ну, как бы завязала этой кроватки, и не может он вырваться. Ну вот видишь, я тебя там стила, говорит лиса, за то, что ты такие советы давал, мудрые. Ну, чувствует, и ушла. И чувствует, что просто ему конец пришел, конец ему пришел, а тут прилетает птица такая. И, ну, птицы такие, я же тебе, говорит, спасла твои 3 яичка. 4-е яичко, что я спасла твое, у тебя птенец вылупился, теперь ты мне помоги, добром отплати. И она развязала ему, и он освободился. Но потом, когда праздник у лис, как этот бурундучок, у него потом следы остались от этих путей, почему он попал с ними. Ага, и, значит, когда праздник лис был, он решил отомстить лисе, это бурундучок. И он нашел эту лису и начал ее кочергой, черной кочергой, как бы бить. Кочерга же черная, с сажей. И почему сейчас пошли лисы? Ну, отбил ее, да, как бы почти насмерть. Она убежала. Почему-то эти сивые немножко такие лисы, они же не совсем черные. Вот это объяснили. Сказка. Такая интересная сказка. Ну, это вот хвастовство хуже глупости, как жаба маленькая ездила на крыке, да? Вот. А вот это для чего нам голова нужна, видите? Тут ворона, вот птичка, вот изнывает она от жары, и птичка умненькая дает советы ему, говорит, голова тебе нужна не только чтобы есть, но и доброе дело делать. Но в итоге, конечно, ничего, он говорит, я обрушу дерево, вот мотив, да, я там все сделаю, конечно, ничего ты не сможешь сделать, а ворона все ему давала яйца. Ну, а потом, говорит, ну, последнее яичко, когда уже надо было скинуть, вот мотив из той сказки, да, он подумал, ну, сделай-ка доброе дело, я же, говорит, целиком проглотил твои яйца, я обратно их изо рта, как бы, да, тебя отдам. И правда, как облегчилось, у меня голова перестала болеть, я доброе дело сделала. Вот для чего, оказывается, нужна голова. Ну вот, а здесь мы можем давайте...
Может, для этого голова нужна? Вот, для этого нужна голова, да, нужна, и он к этому выводу приходит. Вот. Ну и таким образом, любимые мудрые якутские сказки с яркой самобытной музыкой Захара Степанова, с характерными игровыми моментами, танцами, несложным гармоническим языком, выразительными диалогами превращаются в чудесные сказочные представления, действа. Вот здесь вот есть сказки, на которые я опиралась, вот Эргися сказки, вот якутские сказки Сивцева, Сорона, Муллона. Вот все, что использовано, это, в принципе, можно в библиотеке все найти. Угу. Спасибо за внимание.